Второй вопрос. Давай. Об отношении главы Республики Ингушетии в связи с заключением соглашения. По этому вопросу заклада выступит Батыр Богатыров, а Юкпреди Давилина. Я Ворса Гесполита. Третий вопрос приступите, давай. Первый вопрос на голосование. Вот тебе резолюция принимать дешевле по очереди и вопрос голосования. Вот эти. Уважаемый президиум, уважаемые делегаты съезда, гости и приглашенные, дорогие соотечественники, через 3 дня исполнится 10 лет, как под видом борьбы с коррупцией руководитель республики был назначен военный разведчик, на которого определенная часть нашего общества в своем банальном стремлении к переменам возлагала какие-то надежды. И развернулась у нас тут борьба с коррупцией под девизом «Никто кроме нас». Таким образом, вот уже 10 лет борьбу с коррупцией осуществляет борец-одиночка, подчинив себе и своему ближайшему окружению все коррупционные механизмы и доведя это явление до небывалого уровня и масштаба. Последние несколько лет население нашей республики пребывало в условиях недопустимой разобщенности. Разногласия проникли не только в обособленные социальные институты, духовенство, но и поразили своим ядом отдельные ячейки общества, семьи. Все это происходило на фоне тотального оболванивания людей посредством телевизионного и прочего зомбирования, а также беззастенчивых рапортов в Федеральный центр о процветании и сказочных достижениях в социально-экономическом развитии. Вы согласитесь с тем, что нет необходимости подробно рассказывать об этом, и нет нужды называть имен героев повествования. Все прекрасно понимают, о ком и о чем идет речь. Все эти годы народ не безмолвствовал, хотя и не предпринимал каких-то крайних мер в своем несогласии с происходящим бесчинством. Люди порой не могли поверить в происходящее, когда их своими действиями и высказываниями огорошивал буквально тот, за выздоровление которого они молили Всевышнего летом 2009 года, кому стояли в очереди для сдачи крови после совершенного на него покушения. Не случилось всплеска протестных акций, и когда глава резанул слух соотечественников заготовленной фразой о неотъемлемости пригородного района от Осетии. Многие сочувственно списали это безосновательное высказывание на последствия взрыва и перенесенную черепно-мозговую травму. Только общественные деятели старательно заваливали высшие инстанции обращениями и письмами, к которым прилагали аналитические справки и другие материалы, обличая катастрофическую социальную обстановку в регионе. Надо отметить, что в ряде случаев находили отклик и понимание со стороны федеральных ведомств, и особенно администрации президента Российской Федерации. Стремясь обратить внимание гаранта Конституции на происходящее в регионе, члены Совета ТЭПов регионального отделения республики, члены Совета ТЭПов ингушского народа накануне выборов президента России в марте текущего года обратились к Путину со словами поддержки его кандидатуры на высший государственный пост, заявив при этом о своем недвусмысленном желании избрать Владимира Владимировича не только президентом России, но также главой Ингушетии, так как по их видению должного главы у республики сегодня нет. Причина того, что у республики нет главы, это отсутствие у народа права выбирать достойного из нескольких кандидатур. Этого права избирателей республики лишили депутаты большинством парламента, ссылаясь на то, что тогда это была необходимая мера, продиктованная временем. Сегодня, если верить средствам массовой информации, мы живем в благополучной республике. 2 июня 2018 года несколько представителей общественности организовали митинг в городе Магаз, где собравшиеся донесли до спикера Народного собрания свое единственное требование – вернуть населению республики право прямого участия в выборах главы субъектов в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Однако парламент, опять же большинством депутатских голосов, в спешном порядке утвердили процедуру голосования депутатским корпусом и 9 сентября фактически переназначили главу на 3-й срок. Тем самым наполнилась чаша терпения жителей Ингушетии. Последней же каплей, пролившей эту чашу, стало закулисное подписание главой республики антинародного соглашения от 26 сентября о якобы установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой.
Этим глава фактически самовольно передал десятки тысяч гектаров предгорного лесного массива республиканского заповедника Эрзи и территории других районов Ингушетии под юрисдикцию Чеченской Республики. Этот бесцеремонный шаг главы Ингушетии привел к стихийным событиям, о которых сегодня узнал весь мир. Несмотря на стихийность этой акции, собравшиеся на площади Магаса жители Ингушетии поразили журналистов со всего света своей организованностью, выдержкой и умением говорить на языке дипломатии. Раздробленное многолетними интригами профессионального диверсанта общества вновь почувствовало необходимость собственной консолидации. Существенное участие в деле единения всего народа оказали наши с вами сестры, простые женщины Ингушетии, Диадра Салтан, разделившие со всеми тяготы двухнедельного протестного стояния в Магасе. Все было бы хорошо, если бы общественность не столкнулась с циничным отношением к себе со стороны руководства СКФО, которое, признав фактически нарушение Конституции при подписании соглашения, отстранилось от должного участия в решении вопроса. Каков народ, такие и бояре, резюмировал полпред в федеральном округе, взвалив тем самым ответственность на главу республики. При этом, при таком наплевательском отношении региональных властей жители Ингушетии ищут возможности довести информацию до сведения президента России, полагая, что Путин не владеет полной информацией о масштабах возникших сегодня этих проблем. О многих этих проблемах писали в федеральных газетах. В частности, в газете «Наша версия» от 30 сентября 2018 года в материале «Депутатский, ненародный» подробно говорится о преступных действиях руководства Ингушетии в ходе освоения бюджетных средств. При инвентаризации комиссии Счетной палаты Российской Федерации выявила сотни объектов незавершенного строительства на общую сумму более 27 миллиардов рублей. Такое положение дел в экономической сфере чиновничья разнузданность основательно подрывает в глазах общественности авторитет и федеральной власти. Очень характеризующим событием в Ингушетии является комментарий кандидата политических наук Чемкильгова к данной статье. К вашему вниманию приведу весь текст. Переназначение Евкурова на третий срок – это следствие далеко не сегодняшних исторических событий. За ним стоят силы, устроившие в регионе осень 92 года, развязавшие войну в Чечне в 94-м и по кровавым следам приведшие во власть того же Евкурова в 2008-м. И они не позволят просто так отодвинуть его от должности, иначе могут всплыть истинные результаты десятилетних стараний. По моему разумению, герой России не может быть привлечен к уголовной ответственности за преступления в экономической и политической сферах. В головах некоторых политических импотентов в Москве не иссякает мысль об укрупнении регионов. Нужен жертвенный агнец. И здесь может повториться ситуация, приведшая к объединению Чечни и Ингушетии в 30-х годах, а именно физическое устранение тогдашнего первого секретаря обкома Ингушского. Юзбек, может быть, и хотел бы созидать, но его с 18 лет учили разрушать. В его лице Россия потеряла отличного солдата и получила никудышного руководителя субъекта. Таков комментарий мудреного опыта человека. Как видим, один этот комментарий емко указывает на причины возникновения негативных процессов в республике. И причины эти никак не оправдывают, на мой взгляд, ожиданий президента Российской Федерации Путина, сказавшего однажды на встрече с общественниками, что территория возрождается там, где живут неравнодушные люди. То, что в Ингушетии живут неравнодушные и благочестивые люди, увидел весь мир на примере только 2 недель протестной акции в Магасе. При этом, если верить содержанию распространяемой в сетях аудиозаписи, то там некто, голосом очень похожим на голос главы Ингушетии, выражает сожаление о том, что не имеет возможности убить 5, а то и 10 тысяч этих самых неравнодушных и благочестивых людей. Не знаю, как вам, но мне не хочется верить, что в голове руководителя региона могут роиться такие мысли. Может, это происки врагов? Надо бы обратить внимание на такой факт у соответствующих органов. Почему этим не заинтересовались, до сих пор не ясно. Как бы то ни было, оснований доверять сегодняшней власти у населения республики все меньше с каждым днем. В надежде на лучшее нам остается делать все возможное, чтобы об этом как можно скорее узнали в руководстве страны. А пока
там будет приниматься решение, население Ингушетии имеет все основания для выражения полного недоверия местной власти и лично главе республики. Благодарю за внимание. Марков.